Здравствуйте! В эфире программа «7 дней плюс». И сегодня гость нашей программы – главный научный сотрудник Института археологии Академии наук Республики Татарстан Измайлов Искандер Лерунович. Искандер Лерунович, исәнмесез, здравствуйте. Очень приятно, исәнмесез. Искандер Лерунович, мы знаем, что вы очень давно уже занимаетесь вопросами этногенеза, то есть происхождения татарского народа. Вы являетесь одним из авторов огромной такой большой монографии «Татары». И все-таки вот в этом вопросе до сих пор нет единого мнения. Многие российские, московские ученые считают, что некогда в древности татары были общностью, которая располагалась на большой территории. И вот на этом и строится концепция разделения татарского народа. Ну, скажите, в чем они все-таки ошибаются? Ну, надо сказать, во-первых, в чем они правы. Правы они в том, что действительно татарская средневековая общность сложилась на огромных просторах Евразии, но ошибаются они в том, что эта общность не похожа на то, что мы понимаем под современными нациями. Здесь нужно несколько слов, наверное, сказать о том, что само представление о этнических общностях, которые есть у нас в обществе, оно сложилось во многом благодаря советским подходам и советским учебникам. Дело в том, что вот эта триада, которая была высказана в учебниках исторического материализма: племя, народность, нация, причем главный принцип, который был положен в основу вот этого разделения, это принципы такой естественной общности. Например, что племя – это такая кровно-родственная общность, средневековая народность – это народность, общность по языку и территории, ну и нация – это в основном общность по таким глобальным хозяйственным связям и, как правило, еще и по государственности. Но современная этнология отвергает этот самый подход. Изучение пристальное всех этих вот общностей показало, что все они не то, что думали в XIX веке, когда создавали вот эту теорию, которая была воспринята советской историографией. Просто мировая наука ушла далеко, а мы остались как в заповеднике, значит, гоблинов до сих пор вот в этом самом XIX веке. На самом деле племя никакое не кровно-родственное объединение, это социальный организм, а никаких средневековых народностей не существовало. Татарская средневековая общность, та, которая сложилась в Улусе-Джучи, это в первую очередь объединение аристократии, татарской клановой знати, которая была спаяна, конечно, во-первых, своей принадлежностью к привилегированному военно-служилому сословию, а во-вторых, это общность, которая имела определенное отношение к правительству, государству, чингизидам, в той или иной степени приближенное к вот этому самому правящему роду Чингисхана и его потомков. Все остальное население – это население податное, которое, как правило, идентифицировало себя как, ну, по конфессиональному признаку. Как в Поволжье, как мусульмане, в древнерусских княжествах, как христиане. Надо сказать, что такой подход, собственно, был характерен для всех средневековых общностей, вне зависимости, в Европе это, в Азии или где-то еще. Знать, как правило, конечно же, сам определял себя как ну, такое собрание аристократии, при этом отличалась, очень сильно отличалась, часто по языку, часто по образу жизни от податного населения. Например, в Англии знать после нормандского завоевания говорила на французском языке и не понимала англосаксонское население, то есть даже говорили на разном языке. Ну, даже там, где население было гомогенное, например, в средневековой Японии,
между самураями, вот военнослужилым сословием, и основной частью податного населения была непроходимая пропасть. Самурай вот носил два меча. Один меч он специально обнажал только если нужно было сражаться с крестьянами, и самурай мог зарубить любого крестьянина просто из-за того, что тот косо на него посмотрел. При этом они были, ну, по нашим представлениям, как-то единой народностью. Но на самом деле никакой общности они не ощущали. Но все меняется, когда наступает эпоха модерна. Вот эти сословные перегородки рушатся. В первую очередь это произошло в Европе. Ну и потом вот этот вал модерна докатился и до окраин вот такого модерного мира, в том числе и до России. И здесь произошли процессы, которые совпали. С одной стороны, российское государство лишило служилых татар вот своего аристократического дворянского статуса. И все служилые татары, которые сохранили ислам, не перешли в христианство, они потеряли свои земельные владения. Это вызвало, ну, очень серьезные восстания, вызвало серьезные волнения, и в конце концов императрица Екатерина вернула тем татарским дворянам, которые сумели доказать документами своего происхождения, дворянский статус. Но землю им никто не вернул. Получилось так, что они получили статус, а не получили никакого денежного или имущественного довольствия. Поэтому в царской России была кличка такая, ну, несколько презрительная по отношению к татарам, ну, которые были и извозчиками или занимались другим каким-то отхожим промыслом. В Москве, Петербурге была кличка «князь», потому что они считали себя свободным, привилегированным сословием, но при этом они были нищими, собственно говоря, вынуждены были заниматься, ну, каким-то трудом, который, конечно, никак не вязался с представлениями о демократии. Но для формирования татарской нации это все сыграло парадоксально положительную роль. Между основным населением, между, ну, податным сословием мусульманским, татарским, и между вот этой самой бывшей аристократией никаких различий нет. То есть царское правительство сломало эти ограничения, и татарский мир вошел в вот этот самый модерновый эпоху, лишенную социальных перегородок. И формирование нации происходило довольно быстрыми темпами. Уже в XIX веке татары, ну, наряду с, ну, например, поляками, населением Прибалтики, где не было вот этих самых социальных перегородок, фактически стали единой нацией на значительной территории. То есть происходил процесс, значит, с одной стороны, это аристократия стала ближе к народу, а с другой стороны, они внедрили в основную массу населения, которая считала себя просто мусульманами, вот именно это татарскую идентичность, татарское самосознание, поскольку они действительно считали себя потомками татарских родов, и они называли себя именно татарами. Вот так возникает вот эта вот самая татарская идентичность, которая стала основой для формирования татарской нации, которая в свою очередь выполняла роль надобщинную, надтерриториальную. Но откуда тогда пришло вот это название сибирские татары, ногайские татары? Откуда тогда это все взялось? Сибирские татары в основном это название по месту проживания. То же самое, как и мещерские татары. Во многих источниках 17-18 века на территории Восточного Татарстана и современной Башкирии население, которое там
было посажено на землю, получило земельные владения, а по сути дела выполняла роль пограничной стражи. Выходцев из Нижегородской губернии именовали мещеряками. И существовал даже такой термин «мещерятское войско» или «мещерятско-башкирское войско». Это те самые татары, которые были выходцами, собственно, из Мещерского края. Но сами они себя так не называли. Это терминология для удобства, так сказать, Российской империи, для переписи, чтобы понять, откуда, собственно, это население. И их статус был несколько иным, чем у сословия башкир, у сословия тептерей. Российское государство, как и всякое средневековое государство, а таковым оно вплоть до 17 года, собственно говоря, и оставалось, большое значение играли вот эти самые сословные различия. И эти сословные различия были закреплены в законодательстве, и от этого были и сословные привилегии, например, владение землей. Условно говоря, если по башкирскому праву человек мог владеть, допустим, 2 частями земли, да, то по тептерскому, по мещерятскому это 1,5, а по татарскому это 1. Это условно, но показывает, в общем, вот это самое различие. Поэтому очень часто татары арендовали землю. И когда говорится вот там, что в такой-то деревне проживают такие-то люди и держат землю по татарскому, там, башкирскому праву. Один и тот же человек с одной стороны мог выступать как башкирин, в том смысле, что он был наделен землей по башкирскому праву, а в другом месте как он выступал как татарин, поскольку получал землю по татарскому праву. Это вызывает большие сложности, когда пытаются наделить вот эти самые сословные значения, сословные привилегии, придать им этнический характер. И вот отсюда многие вот эти споры и непонимание того, что происходило. Поэтому говорят, это деревня татарская, это деревня, значит, такая-то. На самом деле, конечно, все было несколько сложнее, но, с другой стороны, несколько проще. Но вот у русских, у них тоже были такие сословные значения или несомненно, нет? Несомненно. Например, самое яркое – это казаки. Донские казаки имели свои привилегии, яицкие и другие казаки имели свои. И все они вместе имели гораздо больше земли и привилегий, чем, например, такая категория, как иногородние. Вот если мы посмотрим романы про гражданскую войну, например, «Тихий Дон», самый главный конфликт в «Тихом доме» – это же не между казаками между собой, а между казаками и людьми, которые называют себя иногородние, которые арендуют землю. Собственно говоря, казаки, как военное сословие в царской России, обязанное служить и сами себя обеспечивать и конем, и оружием, государство брало только очень незначительную часть привилегий. Но зато государство обеспечивало их значительными земельными наделами, которые, конечно, они не могли полностью обрабатывать. Но они сдавали в аренду крестьянам, которые приходили с Украины или с каких-то северных российских губерний и арендовали землю у казаков. И платили им, соответственно, за эту аренду. Вот за эту плату они могли выполнять воинскую службу в Российской империи. Почему тогда у нас казаки не отдельная этническая группа? Они говорят, считают себя отдельной этнической группой. Но их же никто не записывает отдельной этнической группой. Вот это как раз и очень интересный вопрос. Казаки являются, по их мнению, несомненным какой этнической группой в составе русского народа, но отдельной этнической группы. Но современная этнология не спешит
признавать, и говорит, что, собственно говоря, они ничем не отличаются от остального русского населения. А чем тогда отличаются сибирские татары от татар? Сибирские татары, если мы говорим о казаках, то вот группа нагайбаков как раз больше отвечает вот этим самым. Они действительно являются той частью служилых татар, которые служили на границе. И они выполняли именно вот эти функции казачьих подразделений, и, собственно, их поселения – это военные поселения, которые выполняли роль пограничной стражи. Сибирские татары здесь несколько другая ситуация. Во-первых, их происхождение связано с Золотой Ордой. Позднее они консолидировались уже в составе Сибирского ханства, но они также не были в полной мере однородными. С одной стороны, это были привилегированные группы вот этой самой военнослужилой татарской знати, а с другой стороны, было мусульманское население, которое выполняло функции сельского населения, то есть и выполняло податные функции. Позднее, когда эта территория вошла в состав российского государства, служилые татары продолжали так и выполнять воинские свои повинности. Вплоть до Петровских реформ, когда, как и другие татары, они были деклассированы. А вот податное население так и оставалось податным. И вот их постепенная консолидация уже происходит, скорее всего, в XIX веке. Но не до конца. Дело в том, что они не представляют собой единого массива. Тюменские, тобольские и другие группы татар – это все разные группы. Например, даже хакасы в свое время назывались татарами, но в 2020 году они сказали, что все-таки мы другие, и на собрании решили, что вот мы будем отдельной этнической общностью. Но татары, которые проживают в Сибири, вот это вот тюменские, тобольские, барабинские и ряд других, они связаны общностью не только проживания в едином массиве, но и единой культурой, единой религией, и эти связи очень давние, которые, как мы говорили, идут еще с эпохи Золотой Орды. Вот эта общность, в том числе языковая, культурная, делает их частью татарского мира. Вот у меня мама из Новосибирской области, их в свое время, во время голода 21 года, вывезли из Сабинского района, чтобы спасти от голода, в общем, отправили. И она всегда говорила, что я сибирская татарка. То есть многие не осознают, что, когда они говорят сибирские татары, называют себя так только по месту проживания, а не по этнической принадлежности к барабинским, например, татарам. Искандер Лерунович, скажите, у нас ведь есть еще татары-кряшны, которые живут на территории самого Татарстана. Их свыше 250 тысяч. Как быть с ними? Ведь некоторые из них действительно считают, что они принадлежат какой-то отдельной этнической группе. По поводу кряшен, значит, цифры несколько преувеличены. Надо сказать, что на территории Татарстана проживает 29 тысяч татар, которые называют себя кряшнами. Около 5 тысяч на территории Удмуртии, несколько тысяч на территории Казахстана и еще по ряду областей. То есть всего по разным оценкам там, не больше 100 тысяч в разных, причем еще раз, они разбросаны даже вплоть до Казахстана. Вот эти 250 тысяч, это столько было зафиксировано крещенных татар, православных татар по переписи конца XIX века. До сих пор эти цифры можно увидеть и в прессе, и везде. Это неверные цифры. Но здесь есть лукавство, что ли, этой цифры. Дело в том, что значительная часть этих самых
татар, которые российское государство считало православными, на самом деле себя такими не считало. О значительности этой группы населения свидетельствует то, что в 1926 году во время переписи населения из этих 250 осталось только меньше 100 тысяч татар-кряшин. Все остальные – это татарское население, которое прекратило считать себя православными и прекратило считать себя кряшинами. Но и даже эти цифры значительные по сравнению с современными, то есть получается, что убыль больше, чем в 3 раза. Ну, это свидетельствует о том, что ассимиляционные процессы, они среди этой группы татар довольно значительные, и здесь не какая-то особая политика, например, Татарстана или там советского государства, которая относилась ко всем религиям одинаково негативно, но вот получилось так, что в значительной степени эта группа оказалась размытой и исчезла практически из других территорий. Например, в Удмуртии довольно значительная была группа, а сейчас, я говорю, осталось около 5000. Есть некоторые тенденции у некоторых историков, этнологов считать их неким таким древним православным населением, которое якобы имеет какие-то глубокие корни еще чуть ли не там с эпохи Волжской Булгарии. Так вот, это неправда. Причем совсем неправда. Дело в том, что нам хорошо известны, в частности, вот, археологические памятники, и мы можем сказать, что на территории Волжской Булгарии нет ни одного могильника, который мы могли бы связать с православным населением. Какая-то группа православного населения, прежде всего русского по происхождению, жила в некоторых городах, но выполняла торговые функции, то есть это торговцы, которые жили и торговали между Русью и Волжской Булгарией. Никаких групп населения, тем более сколько-нибудь значительных, на территории Волжской Булгарии не было. И на территории Золотой Орды и Казанского ханства точно так же таких групп населения не было. Некоторые группы переселялись, но это были уже такие незначительные миграции. Появление групп кряшин связано именно с политикой христианизации, которая развивается со второй половины XVI века. Искандер Леонович, последний вопрос. И все же, вот эта концепция разделения татар. Вот вы сейчас привели очень обоснованные исторические факты. Что же это тогда? Это вот неведение, незнание или же все-таки это выверенная тактика? Как вы считаете? Я боюсь сказать, что это какая-то тактика или что-то такое. Но в первую очередь, если это и тактика, то она базируется на некотором невежестве части населения или педалирует те вопросы, которые недостаточно хорошо освещены и в науке, и особенно в околонаучном культурном пространстве, или, проще говоря, в средствах массовой информации. То есть то, что раньше называлось научно-популярной деятельностью, сейчас гораздо меньше развито, чем было каких-нибудь там 30-40 лет назад. И пользуясь тем, что наука не дает каких-то ответов на эти вопросы, нет постоянных каких-то передач, нет каких-то постоянных действующих лекториев по этим историческим, этнологическим проблемам. Некоторые люди педалируют некоторые предрассудки и некоторые уже прежние отжившие представления, которые бытовали в науке и в общественном сознании. Мне кажется, что бороться с этим можно только одним просвещением, то есть чем мы и занимаемся. То есть необходимо показывать сложность вот этого исторического процесса, показывать
в чем есть сложные моменты, как происходило формирование современных наций и этнических общностей, и соответствующим образом рассказывать о сложностях исторического процесса. Искандер Лерунович, мы надеемся, что и наша программа будет вот этим методом просвещения. А я хочу вам напомнить, что это была программа «7 дней плюс», и сегодня гостем нашей программы был главный научный сотрудник Института археологии Академии наук Татарстана Измайлов Искандер Лерунович. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо.